Изо дня в день в коме антирекорды по заболеваемости ковидом. За сутки еще 353 заболевших. Больше, чем накануне. Госпитализированы 55 человек. Коллективный иммунитет коронавируса в регионе не превышает 10%. Цифры крайне невысокие, а значит, жители республики будут долго и тяжело болеть ковидом. По расчетам эпидемиологов, как минимум 80% жителей должны получить свою дозу вакцины. Пока статистика говорит лишь о 56%. Ревакцинированных и того меньше. Алена Ладыгина о том, почему важно прививаться вовремя. Светлана Попова – самый громкий голос в своем коллективе, а еще душа компании. Всех собрать на репетиции и помочь с подготовкой к концертам. Совсем справляется, а поэтому подвести своих коллег по сцене не может. Прививки не пропускает. По графику делают все ревакцинации от коронавируса. Чтобы у всех было здоровье, я думаю, я всем говорю, давайте делайте. Ну, мало ли, меньше переболеем, легче перенесем. Сегодня в Прилузском районе от коронавируса уже привито почти 13 тысяч жителей. Один из самых больших показателей по республике. Медицинские бригады ездят по всему району. В Оньмесе в прививочный кабинет очередь. Если есть хоть какие-то жалобы – медотвод. В этот раз дозу вакцины от коронавируса получили все сельчане. А еще в самом южном муниципалитете региона идет активная вакцинация и трудовых коллективов. По этому же пути пошли и Вайкино. Начали активно вакцинировать и трудовые коллективы, и образовательные учреждения, и маломобильные группы населения на дому. Вакцинируем от гриппа. Сегодня в регионе идет параллельная вакцинация и от коронавируса, и от гриппа. Запасы вакцин в районных больницах уже заканчиваются. В том же Прилузье осталось всего 102 дозы. А потому региональный Минздрав старается оперативно пополнять запасы прививок. Сегодня гамковид поступил в город Сыктывкар, он будет отмаркирован и в ближайшее время будет доставлен в наше учреждение. Ожидаем, сразу же распределяем. Инфекционисты республики говорят о том, что коронавирус особо агрессивно ведет себя в двух возрастных категориях. Это пожилые и малыши до года. Лечение в стационаре сегодня проходит 18 малышей, а в реанимацию попадают только непривитые пациенты. Алена Ладыгина, Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрган.